сюда пришли. То есть поклоняться Богу, совершать богослужение, переживать Его. Аминь. Давайте мы помолимся. Отец Небесный, Господь, мы благодарим Тебя за это утро. Благодарим за возможность, которую Ты даешь нам приходить к Тебе сюда. Слышать голос Твой, поклоняться Тебе и ожидать от Тебя, Господи. Мы отдаем это собрание в Твои руки, и мы просим Тебя, Господь. Благослови каждого человека, который пришел сюда. И пусть никто не уйдет равнодушным, Господи. Я прошу Тебя, Ты знаешь все наши нужды, прежде чем мы даже сказали их перед Тобой. И я прошу Тебя, восполни нужду каждого человека, ту сокровенную нужду, которая есть, может быть, в которой сам человек боится признаться себе, Господи. Если кому-то нужно ободрение, Господь, воодушевление, пусть он получит это, потому что жизнь, она прекрасна, она создана Тобой. Господь, если кому-то нужно обличение в чем-то, пусть он получит обличение. Но Ты никогда не ставишь в угол, Ты всегда даешь выход, Господи. Я прошу Тебя, показывай путь, показывай выход из разных ситуаций, Господи, сложных, которые может быть, есть в жизни людей, Господи. Но прежде всего, Господи, мы здесь для того, чтобы почтить Тебя, потому что Ты великий Бог, Ты Творец всего. И, Иисус, мы благодарим Тебя за Твою смерть, за Твою кровь, потому что благодаря этому мы можем приходить к Отцу с надеждой и упованием на светлое будущее. Господи, мы отдаем это собрание в Твои руки, и мы просим Тебя, наполняй это помещение, наполняй это здание, говори в сердца людей, дай нам переживать Тебя, Господи, дай нам переживать Твое присутствие, и пусть Твоя слава нам будет здесь, на этом месте. Весь Божий народ сказал? Аминь. Давайте мы прославим Господа. Пролей
Слава Богу за вас, что вы могли прийти сюда своими ногами, живые и здоровые. Если кто-то еще не здоров, мы сейчас помолимся. Давайте мы не будем садиться, возьмите буквально пару минут. У нас, как обычно, произошло чудо умножения во время прославления, то есть в 2 раза больше людей, чем к началу. Многих вы еще не видели сегодня, может быть, кто-то первый раз здесь, вы не знаете человека. Я хочу, чтобы как минимум подойдите к 3 людям, желательно тех, кого вы не знаете, скажите что-нибудь приятное. Благословите человека. Благословить, это что значит? Сказать благое или хорошее в жизни. Обязательно. У нас вот есть люди, здрасте, кого я вижу первый раз, не оставьте их одних, подойдите кто-нибудь. Обязательно. Что-нибудь приятное скажите. Приветствия еще продолжаются. Дети, подростки, выходите сюда. Вы знаете, у нас добрая традиция в церкви, мы благословляем детей. Поэтому дети, подростки, если есть беременные, можно также выходить. Если кто-то стесняется, можно остаться на первом ряду. Ничего страшного. Аллилуйя. Вы знаете, здесь так много детей, которых я еще помню, когда они в животе были. То есть время летит вообще очень быстро, особенно чужие дети быстро растут, да? Давайте мы помолимся за них, хорошо? Да, вот у нас еще подтягиваются все, кто есть, но мы помолимся за всех, кто присутствует у нас здесь. Также за всех, у нас как минимум еще столько же, оно сидит по домам, да, по разным причинам. Поэтому давайте мы благословим, помолимся за всех. Отец Небесный, Господь, благодарим Тебя за каждого ребенка, за каждого подростка, которые есть в нашей церкви, которые сейчас здесь, или они сидят по домам, отсутствуют по каким-то причинам. Господи, мы каждого приносим перед Тобой. И просим Тебя, Господи, пусть Твоя рука, она будет над ними во все дни их жизни, уберегая их от зла. Господи, мы просим Тебя о том, чтобы в жизни каждого ребенка, каждого человека были такие люди, на которых можно будет положиться. Господи, окружи их, дай им настоящих, хороших друзей. Господи, которые будут, может быть, на всю жизнь, может быть, будут на разные этапы, Господи. Но Ты благослови. Благослови этих, Господи. Пусть они оказывают положительное влияние на формирование личности, на формирование характера. В Библии написано, что худые сообщества развращают добрые нравы. Мы просим Тебя, Господи, убереги их от таких компаний. Убереги их от влияния злых людей. Господи, я прошу Тебя, чтобы у каждого из них был свой настоящий характер, был стержень. Чтобы они отличали добро от зла, и чтобы они не шли на компромиссы со своей совестью. Даже если их будут склонять к чему-то, Господи, но они никогда не поступятся этим. Пусть у них будет твердый характер, Твой характер. Господи, я прошу Тебя, каждого из них, благослови их будущие половинки, Господи, благослови их будущие семьи. Во имя Иисуса, Господь. Конечно, даже не включается. Господь, я прошу Тебя, чтобы в жизни каждого из них настал тот момент, когда они осознанно выберут Тебя, выберут жизнь. Пусть каждый из них, он примет Тебя, Господи. И, Господи, мы просим Тебя также, благослови их карьеру в рабочем плане, Господи. Ты каждого наделил чем-то, что они могут делать, что они будут делать лучше, чем остальные. У каждого есть какой-то дар. У каждого, без исключения, Господи. Пусть они развивают этот дар. Пусть они будут лучшие в этом. Во имя Иисуса я просто провозглашаю жизнь каждого. Люди будут на них смотреть, удивляться, как у них все хорошо получается, и будут славить Тебя.
И весь Божий народ сказал: аминь. Аминь. Аллилуйя. Спасибо большое прославлению. Я сделаю несколько объявлений, и прежде чем мы помолимся, мы перейдем к слову. Но кому понравилось прославление? Аминь! Слава Богу! Знаете, у вас будет шанс насладиться в полной мере, больше еще. У нас есть пятничные по вечерам, в пятницу. Мы делаем вечер хвалы. Нас не так много там, да? Но Господь положил на сердце сделать нечто особенное, да? Мы хотим сделать вечер хвалы в полноценном составе. Чтобы у нас, потому что сейчас у нас пока присутствует, ну там, не так много людей из исполнителей, но в следующую субботу, внимание, не в пятницу, в субботу, мы хотим сделать полноценно, у нас будет не вечер хвалы, а будет утро хвалы, наверное, или обед хвалы, потому что начало будет в 12 часов. И у нас будет полная команда прославления, даже в расширенном составе будут, я надеюсь, дополнительно еще музыканты. И мы возьмем где-то час, мы будем славить, поэтому добро пожаловать. Еще раз, добро пожаловать. Кто-нибудь может сказать, что ты придешь в субботу? Более того, вы знаете, как к нам приезжает пастор из Хабаровска Сергей Кульман, который очень сильно двигается в пророческом служении, в том числе. И я думаю, что вот это субботнее собрание, мы сделаем такой вечер хвалы, и потом, может быть, молитва за людей, пророчество, то есть вот какое-то такое. То есть не будет учений, наверное, не знаю, может быть, как Господь положит на сердце. Также я хочу сказать, что это не означает, что мы затянем собрание. Да? Собрание будет у нас часто прославление, я думаю, в любом случае мы к 2 часам закончим. Вы можете планировать свой день. Может быть, будет что-то еще, вы можете смотреть за объявлениями в группе нашей. Там все будет расписано, но, еще раз, в субботу в 12 часов здесь будет собрание, хорошо? Будет хвала, молитва, молитва за нужды, за исцеление. После этого также пророчествие. Хорошо? Поэтому добро пожаловать. В воскресенье в 11 также будет собрание по расписанию. Здесь будет проповедовать Сергей Кульман. Если не будет никаких форс-мажоров, ну, в том смысле, что самолет не прилетел, еще что-то, но мы доверяем Господу, надеюсь, все будет хорошо, он будет здесь. Также в пятницу у нас будет вечер хвалы и поклонения, также с Сергеем Кульманом. То есть пятница, вечер, суббота 12, воскресенье 11. Может быть, будет дополнительное собрание. Может быть, не для всех, может быть, какой-то семинар. Информация будет тут, хорошо? Но я вас ободряю, приходите в субботу. И приходите в воскресенье, это как минимум. Я верю, что Господь делает нечто особенное, будет что-то особенное, будут особенные собрания. Аминь. Хорошо. Что еще? По поводу молодежи, я говорил на прошлом собрании, просто еще раз, мы будем делать объявление на каждом собрании. У нас точно уже определились даты 27, 28, 29 и 30 июня. Будет молодежный выезд, который будет проходить на территории базы отдыха на Табагинском мысе, рядом с веревочным парком. Поэтому добро пожаловать, принять участие в этом, да. Потому что я не знаю, сколько будет стоить путевка, мы еще не посчитали, сколько будет детей, сколько нам нужно будет питания. Вполне возможно, что кто-то не сможет оплатить из подростков это. И если вы хотите принять участие материально, также можно, но вот мы должны были подготовить реквизиты какие-то, этого не сделали, я надеюсь, к следующему собранию у нас будет, мы выведем. Можно будет таким образом принимать участие также, если у вас есть подростки. Это от 13 лет, да, от 14 или там 13 лет и до 20. Добро пожаловать, можно принять участие в этом выезде. На данный момент у нас пока 17
подростков с нашего города, с нашей церкви. Но они не все с нашей церкви, то есть они приходят к нам на молодежные служения, они пока не посещают собрания. Да. Также у нас приедут люди, которые будут помогать организовывать это с Невенгрии, с Сахалина, с Владивостока. Я верю, что будет круто. Я вам говорил, помните, что организаторы, кто будет отвечать вообще за наполнение программы, большой опыт, более 20 лет они проводили лагерь в Амурской области, причем лагерь, где были сотни детей, все лето в несколько смен. К сожалению, сейчас он не проводится, он был с позапрошлого года, когда, не суть, не важно почему, но я к тому, что опыт большой, подростки получат незабываемые впечатления на всю жизнь. Аминь. Я еще ничего не начал говорить, как тихо. Вот я вас чем-то таким задаю информацией. На самом деле это радостная весть. Также я думаю, что нам было бы здорово провести церковный выезд. Да. Кто был, когда мы последний раз ездили? В прошлом году же, да, это было? Я просто с ковидом, когда мы там, когда не выезжали, слегка перепуталось. Я не знаю, кто был, я думаю, рекламировать не надо. Незабываемое впечатление, такой заряд бодрости на все лето и на весь год мы делаем хотя бы раз в год. То есть мы готовим еду, мы поем, мы играем, викторины, спортивные мероприятия, эстафета. Кому понравилось вообще? Кто был? Поэтому я думаю, что если вы не были, вы слышали только, участвуйте. У нас даже неверующие приезжают, выезжают оттуда. Вау, как здорово, как круто. Я надеюсь, мы пока не утвердили, но у меня желание, чтобы мы это сделали до молодежки. Да, потому что, не так много комаров, уже тепло. То есть это какой-то первый это, скорее всего, будет также в субботу. То есть в субботу первой недели июня. Может быть и нет, потому что пока никаких договоренностей нигде нет, но когда будет объявление, я ободряю вас принять в этом участие. Это будет на весь день. Если мы, до этого, когда мы ездили, мы всегда организовывали либо автобусы, либо своим транспортом, то есть всех распределяли по машинам, да, то есть вы не останетесь, туда привезут, обратно увезут, что еще надо? Да. Только желание, иметь общение, быть вместе. Аминь. Хорошо. Давайте мы сейчас поднимемся на наши ноги и мы помолимся за наши нужды. Хорошо, я думаю, у каждого есть нужды. Мы как-то не делали, я не знаю, может быть, мы перейдем в новый формат. У нас была такая волшебная коробочка, но я смотрю, никто уже ничего не ложит сюда. Она давно пустая, волшебная, это, понимаете, в кавычках, да? То есть мы не верим в волшебство, мы верим в всемогущего Бога. Но на самом деле не обязательно приносить, может быть, это показывает вашу веру, наоборот, это здорово, что вы думаете, что не нужно писать, но можно просто во время молитвы это сказать, принести это пред Богом, и Он, будучи верен и праведным, восполнит нужды наши. Аминь. Это то, что мы будем делать сейчас. Мы будем молиться за наши нужды. Мы будем молиться за нашу церковь, за церковь по республике. И то, что я буду проговаривать, но в этот момент, когда мы будем молиться, вы также, если у вас есть своя личная нужда, вы можете ее приносить пред Богом. Хорошо? Проговаривайте ее. И мы согласимся все вместе, что Господь ответит, что Он восполнит. Давайте мы помолимся. Отец Небесный, Господи, мы приходим к Тебе во имя Сына Твоего Иисуса Христа, и мы просим Тебя о Твоем водительстве прежде всего в нашей церкви, Господи. Мы просим Тебя о том, чтобы водительство Твоего Духа, оно было здесь, Господь. Чтобы люди в церкви, они слышали голос Твой, чтобы мы следовали за Тобой, выполняли Твои дела, Твою волю, а не нашу. Господи, благословляй. Господи, мы просим Тебя о том, чтобы чудеса были в церкви. О том, чтобы люди получали утверждение в вере, Господи, чтобы люди получали исцеление. Прямо сейчас мы просим Тебя, Господи, за каждого болящего. Если есть болящие здесь в зале,
Можно положить руку просто на то место, где какой-то орган у вас, где он болит, если вы считаете. И мы будем молиться. Господь, я прошу Тебя, именем Иисуса Христа, прямо сейчас, пусть будет божественное исцеление во имя Иисуса для каждого человека. Я провозглашаю, у нас есть много людей, которые не пришли, опять какие-то вирусные начались. Я прошу Тебя, Господи, исцели каждого именем Иисуса Христа. Я запрещаю всякому вирусу. И мы просим Тебя о божественном исцелении над каждым человеком во имя Иисуса. Господи, мы просим Тебя также за разрешение всех наших бытовых нужд, бытовых проблем. Господь, работа, деньги, устройство где-то какое-то. Господи, Ты усмотри все. Пусть все решится. Господи, я прошу Тебя также о мудрости для каждого человека. Сейчас сложные времена для страны, непонятно, что будет, Господи. Дай мудрости, как поступать, что делать. Если кто-то будет принимать решение, Господи, о продаже недвижимости, о покупке домов или еще чего-то, Господи, дай мудрости, как поступать и что делать. Пусть никто немало не сомневается. Смена работы какой-то. Идти, не идти, Господь. Говори в сердца людей. Пусть каждый понимает, что делать во имя Иисуса. Я прошу Тебя об этом, Господи. Господь, мы просим Тебя также за руководство нашей страны, нашей республики и нашего города. Господи, Ты поставил этих людей, ибо написано, что нет власти ни от Бога. И мы просим Тебя, Господь, благослови их, как мы их сейчас благословляем. Благослови их мудростью в принятии решений. На них большая ответственность за судьбы страны, за судьбы людей, которые Ты им доверил. Господи, я прошу Тебя, пусть будет рвение, потому чтобы улучшать жизнь людей. Пусть, несмотря ни на что, жизнь людей в нашем городе, в нашей республике, в нашей стране, она меняется к лучшему. Мы просим Тебя также за все церкви в Якутии, в Якутске, по Дальнему Востоку и по России, Господь. Пусть будет один дух, одна вера, пусть будет единство, Господь. Пусть будет воля Твоя. Потому что мы все одна церковь, Вселенская церковь, разные поместные общины. Господь, разные может быть призвания, но Бог один. Один дух. И Ты говоришь церквям. Может быть разное видение. Дай каждому войти в полноту служения, в полноту видения для каждой церкви. И пусть они исполняют. Приносят славу Тебе. Пусть меняется жизнь людей. Пусть люди приходят в церковь и спасаются, принимают Тебя. Мы не приводим людей в церковь, мы приводим людей к Богу во имя Иисуса Господи. Пусть это будет реальностью. Пусть будет так. И весь Божий народ сказал: Аминь. Аминь. Присаживайтесь. И у нас есть немаловажная часть служения, это десятины и пожертвования. И можно попросить ведра. И если вы первый раз в церкви, вы не понимаете, что, зачем и почему, просто не переживайте. Хорошо? Если вы не первый раз, вы знаете, зачем мы это делаем, почему мы это делаем. Потому что у церкви всегда есть нужды, да, на обслуживание здания, на то, чтобы купить билеты приезжающим. Мы живем только на те пожертвования, которые даем мы сами. Да? Поэтому пусть Господь Он благословит каждого, кто дает. Я коротко помолюсь, вы не вставайте. Господь, я прошу Тебя, благослови каждого человека, который когда-либо давал в нашей церкви. Я прошу Тебя, усмотри просто все финансовые вопросы в жизни этого человека, в жизни их семей, во имя Иисуса, Господи. Пусть ни в чем не нуждаются никогда, пусть всегда на все хватает, все расходы не покрываются вовремя. Господи, пусть будет мудрость у людей, как распоряжаться деньгами. Я прошу Тебя, Господь, как управлять своими деньгами, как управлять своими финансами, как в это сложное время не залазить в долги. А если у кого-то есть долги, я провозглашаю полную свободу от долгов во имя Иисуса. Я сказал, что не будьте никому ничего должными, кроме взаимной любви. Пусть это будет реальностью в нашей церкви, в наших жизнях во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Также можно пожертвование давать в электронном виде. У вас в группе есть информация, если вы знаете, кто знает, ну, все знаете. Можно таким образом. На самом деле, да, вот я не знаю, почему сейчас говорю про это.
нам требуется всем, нам нужна мудрость, как управлять нашими деньгами. Вы согласны? Я всегда призываю, знаете, когда речь заходит про деньги, вы заметили, что я не хочу кидать камень ни в чей огород, ни в какие другие церкви, но я лично сам. Я никогда не призываю к пожертвованиям на эмоциях. Знаете, это так можно завести людей и сказать: да давайте, дастся вам, и Господь он вот такой. Я наоборот призываю, что нам нужно подходить к этому ответственно. Да, написано, что Господь он благословляет, он никогда не остается должным. И доброхотно дающего любит Бог. Да и аминь. Но нам важно не только в этом иметь разум, но вообще в повседневной жизни, как распоряжаться своими деньгами. У нас были отличные курсы, которые проводились, и я думаю, что они будут также еще. И мое желание, чтобы каждый человек в церкви он, был на этих курсах, это библейские принципы управления финансами. Те, кто был, кто прошел, у нас одна домашка, она целиком, полностью, да, как бы закончили, я не слышал ни одного плохого отзыва. Это просто та мудрость, которая есть. И если у тебя проблемы с деньгами по жизни, может быть, ты что-то делаешь не так. Потому что, знаете, богатый не тот человек, который много зарабатывает, а тот, которому хватает. Аминь. Потому что у меня лично есть много знакомых, и зарабатывают вроде бы много, и постоянно не хватает. У кого-то проблемы начались, сейчас вообще не понять, что будет. Мудрости нет. Да? Хорошо. Поэтому это просто такой тизер, реклама на будущие курсы, если когда начнется новый набор, добро пожаловать. Аминь. Кто был на прошлом собрании? Кто помнит вообще, о чем я говорил? О чем была проповедь? Еще раз, что? Что вешать ярлыки, ну да. В том числе про это. Всегда интересно, знаете, спрашивать обратную связь у людей. И, знаете, иногда ты слышишь такой ответ и думаешь, в принципе, да. То есть я об этом говорил, но главная мысль, она была в другом. Но каждый человек, он получает что-то для себя в свою жизнь. Вы знаете, в этом, удивительно, вообще Слово Божие и Бог, Он всегда индивидуален. Вот то самое слово, например, один и тот же стих Библии. Люди читают, и все получают разные откровения. Почему-то, потому что у нас у всех разные жизненные ситуации могут быть. И еще раз, Бог, Он вездесущ, и Он индивидуален. И это также говорит о том, что ты не можешь ехать на небеса на основании чужой веры. Это твоя личная ответственность. И Бог, Он живой. Помните, мы недавно Пасху праздновали, да? Мы праздновали что? Что Он воскрес, Он не остался там мертвым. Это означает, что ты можешь обращаться к Нему, ты можешь говорить Ему, и что важно? Получать ответы. Это не просто какой-то истукан. Это то, что отличает нас, в том числе есть много отличий. Но это одно из главных отличий христианской веры от других религий. То, что наш Бог, Он живой. Что мы можем иметь диалог с Ним сейчас. Поэтому я ободряю вас о том, чтобы вы сами лично читали Слово и перед этим молились и просили Богу что-то открывать для вас в вашей жизни. Потому что все проповедники, которые говорят, либо здесь со сцены, либо которых, может быть, кто-то смотрит в YouTube, они не могут заменить личного общения. Потому что это только между тобой и Богом. Прошли те средние века, знаете, когда церковь, она говорила, что должен быть посредник. Да, и вот церковь, она какой-то посредник. Да нет у нас таких посредников. В этом у нас великое привилегие. И на прошлом собрании, помните, я говорил, да, в том числе, что не нужно вешать ярлыки на людей, но человека, о котором мы говорили, это был Матфей, евангелист, который до того, как он пришел ко Христу, до того, как он стал одним из 12 апостолов, учеников он кем был? Он был сборщиком налогов, да? Его он в синодальном переводе называют мытарем. Да, мытарь это, то есть он сидел и он собирал не просто налоги, но он собирал дань для того, чтобы отдавать Риму, да, потому что
израильское государство, иудеи в то время, они находились под оккупацией Римской империи. Это я к чему говорю? Чтобы вы вспомнили, потому что сегодняшняя проповедь, она будет тесно взаимодействовать с проповедью на прошлом собрании. Ну, не так тесно, но чтобы вы понимали, что мы говорили про Матвея, который был мытарь. Да, и, знаете, сегодня я бы хотел начать, кто помнит химию в школе? У кого была пятерка по химии, есть такие? Серьезно? Обалдеть, вообще просто респект от меня, потому что я, ну, в смысле, как бы, естественно, может быть, у нас преподаватели были, как бы, не очень, ну, не знаю, может, атмосфера. Я, насколько вот слышал, у нас, как бы, в городе, ну, вот, прям проблемы бывают именно с химией, с преподаванием. Но я думаю, что все помнят периодическую таблицу Менделеева, да? Кто помнит вообще, по какому принципу там элементы они были в этой таблице, там, по весу атома, да? То есть там водород, по-моему, первый был. Ну, в общем, вы помните, да, приблизительно. И, знаете, один из... то есть это базовые элементы, да? То есть это чистое вещество, которое может получаться, вы помните, да, там структура, бывает там ядро, там атом, там электроны и так далее. Один из элементов, я хотел поговорить про два элемента сегодня химических. Первое это натрий. И натрий в чистом виде он в природе практически не встречается. Вообще это как бы, если взять, его можно получить из других соединений в лаборатории, да, например, это очень легкий металл. Белого цвета его можно ножиком резать. Но вся проблема в том, что вот у него один электрон очень свободный, и он очень легко вступает в химическую реакцию вообще со всем, что вокруг находится, с воздухом. То есть если бросить кусочек чистого натрия в воду, начинается бурная реакция, он просто там превращается в шар, весь там шипит, пылит, там начинает носиться по поверхности воды. При этом во время этой химической реакции выделяется водород. Очень легко воспламеняющийся газ, и очень часто происходит воспламенение. То есть, ну, все это дело загорается. Но при этом, при всем, знаете, натрий это по распространенности вообще в земной коре, это 6-й элемент, который есть, то есть он очень распространен. Но, как я говорил, да, что он очень легко вступает в реакцию, в чистом виде его нет. И для человека вообще, если взять, например, чистый натрий, он очень губителен для кожи, для слизистой любой. То есть, руками брать не надо. Если его съесть, то вполне возможно тебя разорвет. То есть, реакция, водород и так далее, ничего хорошего не будет. Второй элемент это хлор. Помните, натрий это На, такое было, хлор это Cl. Да? И хлор, он распространен. Да? Его много везде, вообще в чистом виде это газ. Газ, который тяжелее воздуха, такой желто-зеленый, такой ядовитый. Обычно он падает на это. В Первую мировую это был один из... То есть первая химическая атака, которая была применена немцами в Первой мировой, насколько я помню, это был именно хлор. То есть они ждали, когда будет направление ветра в сторону противника, выпустили газ. Не очень эффективно, куда-то сносит. Но что я хочу сказать, что этот газ, он ядовитый, он удушающий. У него такой мерзкий металлический привкус. И вся проблема в том, что когда хлор вступает, попадает, если, например, на тело, через дыхание, попадает на кожу, если ты его проглотил, он вступает во взаимодействие с водой, которая есть в организме, и в этой химической реакции выделяется кислота. Да? И кислота, она разрушает клетки. И что я хочу сказать, что ядовитая вещь тоже. Что натрий в чистом виде, что хлор в чистом виде для человека это смертельно. Это яд. Он либо тебя отравит, либо тебя разорвет, но удивительная вещь, может быть, кто-то там из химиков уже понял. Если эти два элемента соединить вместе, то что получится?
получится соль. Обыкновенная каменная или поваренная соль, да, натрия хлорид. Это та соль, которую мы используем в пищу. Лето настало. И самые большие запасы хлора, они содержатся в морской воде на самом деле. Знаете, там 19 грамм на литр. То есть представьте, еще раз, если мы возьмем по отдельности каждый элемент, он будет смертелен для человека. Но соединенные вместе, да, они производят хлорид натрия, то есть та соль, это элемент, то есть соединение, которое необходимо для жизни человека. Потому что без соли, вообще никуда. Соль, она необходима человеку для того, чтобы выжить. Нам нужна соль. От соли нельзя отказываться. Соль в том числе принимает участие в желудочный сок. У нас, да, там есть соляная кислота. Вот она в том числе получается из этого, да, для того, чтобы переваривать пищу. Я к чему? Матфея 5 глава, 12 стих. Иисус говорит: вы соль земли. Ты и я, соединенные вместе, мы даем вот этот вкус на этой земле, вкус жизни. Церковь, мы соль. Без соли все продукты, они невкусные, они постные. Цинга начинается потом, если вообще соли нет, и все есть без соли. Но если нас разделить, как вот эти вот элементы, каждый из нас, особенно в своей прошлой жизни, мы можем представлять реальную опасность для кого-то. Мы можем быть резкими, грубыми. Кто-то в прямом смысле, знаете ли, были воры, наркоманы, еще там, не знаю, не суть, да? Но вот эти ярлыки, про которые мы говорили на прошлом собрании, по отдельности мы можем быть опасными для окружающих, но вместе, да, мы создаем вот эту соль земли. И на прошлом собрании я говорил про Матвея, мытаря, да, который был сборщиком налогов. И изначально, то есть он был таким, да, потом он только стал апостолом, потом он написал Евангелие, но до этого он был человек с сомнительной репутацией, да. Тот человек, который был презираем всеми, потому что он сотрудничал с оккупационными властями, поступил к ним на службу и обирал свой собственный народ для того, чтобы собрать дань и отправить ее в Рим. Вы помните? Сегодня я бы хотел посмотреть на еще одного апостола. Симон, которого ярлык у него был такой, Зелот, в синодальном переводе написано. Симон Зелот. И не так много о нем написано, да, он просто... Есть где перечисление всех 12 учеников, он там упоминается, да? И еще когда происходит перечисление. Но не так много информации. Но есть очень много информации, мы знаем, кто такие были зелоты. И информация даже не из Библии, а из исторических документов. Был такой историк, в том числе, да, Иосиф Флавий. Очень давно жил. И, соответственно, описывал историю древних времен. И у него в трудах есть упоминания, в том числе, и можно как бы это, никто не расходится во времени. Приблизительно где-то в 10 году нашей эры, то есть когда ориентировочно Иисусу Христу было 10 лет, возникло протестное такое движение евреев, которые находились на территории, которая была оккупирована Римом. И у них был предводитель Иуда из Галилеи. Или его называли Иуда Галилеянин. И он поднял восстание. Они захватили дворец в Иерусалиме, дворец царя. То есть у евреев был свой царь, но тем не менее они находились под Римской империей. Вы понимаете? То есть он как бы вот там был, но они все равно были оккупированы. Они захватили царский дворец,
захватили оружие, подняли восстание, но восстание провалилось, все как бы не очень хорошо для них получилось. И в Деяниях, 5 глава, 37 стих, есть такое место Писания, там вот учитель Гамалиил, да, вот он перечисляет всех, вот конкретно 37 стих написано. После всех вот этих, вот, кого он там, да, перечислял, во время переписи явился Иуда Галилеянин и увлек за собою довольно народа, но он погиб, и все, которые слушались его, рассыпались. Знаете, многие историки, они верят, что вот это вот и было начало того, что потом положило движение вот Зелотов. То, что потом переросло в политическую партию в Израиле. И Иосиф Флавий, историк, да, у него есть такой труд «Иудейская война». И вот он говорит о неком галилеянине, который поднял восстание, потому что они противились выплате, внимание, налогов и подчинению римлянам. Восстание не удалось, он там описывает, как его схватили, как его казнили. И скорее всего, это вот именно тот Иуда, про которого здесь говорится, 5 глава, 37 стих. И вообще слово «зелот», да, это прямой такой перевод, да, того еврейского слова, знаете, которое означает «ревностный». Они были такие ревнители. Они ревновали по Богу, они были за чистоту, как бы, вере. Да? И в Ветхом Завете это слово встречается, но потом в Новом Завете это стало, так перешло из имя нарицательного в имя собственное, да? То есть стала называться политическая партия. Я вас не утомил? Сначала химия была, потом что уроки русского языка пошли. Но суть в том, что, знаете, вот эта вот группа зелотов, я просто что пытаюсь до вас донести. Сейчас бы их назвали экстремисты религиозные. По сути, они таковыми и являлись, да. Знаете, к середине вот 1 века они оформились уже в полноценную политическую партию для борьбы с наследием вот, царя Иудеи Ирода Великого. На фасаде вот Иерусалимского дворца у Ирода у него был золотой орел. Во время восстания зелоты они сбили этого орла, потому что они думали, что это, знаете, как символ того, ну, потому что орел это символ Рима, что не нужно никому поклоняться, да, и что Иудея, она не находится под властью Рима. И дальше, да, я просто вам как бы скажу, да, то есть потом, ну, в 1 веке там был император Калигула, который правил, и он потребовал, да, поставить по всей империи, по всей Римской империи идолов, ну, своих, чтобы люди, они поклонялись ему как Богу, то есть императору. Что для иудеев, вы понимаете, да, что они должны поклоняться только одному Богу, это было вообще из ряда вон. Плюс в одно время, да, это ориентировочно, там, 60-е годы, римские солдаты, они вынесли все храмовое серебро из храма, да, которое было священно, да, святое для служения Богу, ну, попросту разграбили храм. Это также было, послужило недовольству. Вот на основе всего этого, то есть зелоты, они оседлали вот такую протестную волну, и в истории это известно как Великое еврейское восстание. Оно было в 66-м по 73-й год нашей эры, то есть уже после смерти Христа. Еще был апостол Иоанн жив в это время, но он уже был не в Иерусалиме, а жил в Ефесе к этому времени, ориентировочно. И просто я вам, чтобы понять, например, там подошли войска на помощь римлянам. Евреи, вот эти вот зелоты, они разбили их, да, то есть там то, что пришли из Сирии. Помимо этого, да, вот еще у зелотов организовалась такая радикальная вообще сторона. Они сами по себе были экстремисты, но здесь были вообще крайние радикалы. Их называли сикарии или кинжальщики. То есть сикарии это как, знаете, я так понимаю, что это скорее всего то, что в Библии написано, вот, меч обоюдоострый.
Он был такой в форме слегка серпа, в конце такой загнутый. И вот этот загнутый конец, он был заточен с двух сторон. И очень смертельное оружие, особенно если, ну, как бы такое. И вот они занимались тем, что сторонников, вот таких коллаборантов, кто сотрудничал там с римской властью, например, богатые саддукеи, фарисеи, они их попросту убивали. Ну, то есть любого, кого они считали, что вот он не на нашей стороне, не за народ, он там сотрудничает с Римом. То есть был такой террор. И в том числе, знаете, есть такой вот исторический факт. Вот один из сикариев, Менахем, сын Иуды, он захватил вот ту самую крепость Масада. Я не знаю, кто-то слышал, нет? Есть такая крепость Масада, которую римляне потом долго-долго осаждали. Евреи не удержали ее, не сдавались, но так как они были обложены со всех сторон, все кончилось тем, что они попросту убили друг друга, но не сдались. Но я просто хочу показать вам радикальные взгляды, насколько вот были. Вот эти сикарии, это вот такая боевая еврейская группировка, которая вот откололась от зелотов. И вообще все кончилось чем? Вот это вот великое еврейское восстание кончилось тем, что Рим полноценно ввел войска, Иерусалим и храм, они были разрушены полностью. И когда Иерусалим, он уже был в осаде, знаете, многие люди, они, хотели сдаться, кто-то хотел выйти, есть было нечего. И вот зелоты, они просто убивали людей, в том числе своих, чтобы они не вышли. Было вот такое вот. Я к чему это говорю? Представьте, собрались ученички. Один зелот, а второй мытый. Это как хлор и натрий. Если их в обычной жизни поместить, я думаю, что кто-нибудь бы не выжил. И мне подсказывают, что, скорее всего, это Матвей был, да? Если он был зелотом, ему недаром дали такую кличку, да, он принадлежал к этой партии. До того, как он пришел к Иисусу. Вообще у зелотов у них был такой девиз. Нет Бога, кроме Яхве, нет подати, кроме храмовой, и нет друга, кроме зелота. Вот в этом вся их суть. То есть в том числе, нет подати, они были целенаправленно против того, чтобы платить дань, платить налоги в Риме. Именно поэтому сейчас, знаете, по-новому открывается то место Писания, когда фарисеи и книжники, они спрашивали Иисуса: а стоит ли нам платить налоги, да, в Риме? Да. Вы понимаете, что это была какая ловушка? Если бы Иисус ему сказал: конечно, нужно платить. Ему бы сказали: посмотрите, это предатель, который призывает нас, да, он не уважает наши традиции, нашу страну, продался оккупантам. А если бы он сказал, что да нет, как мы можем ему платить, они бы сразу бы сдали его властям. И сказали бы: а вот это он призывает. Это была уловка. Почему? Там так и написано. Но Иисус, да, со свойственной ему мудростью, божественной, он сказал: посмотрите, чем фейс-чип нарисован. Он говорит: как чей? Императора. Кесаря, да? То есть кесарю кесарева, Богу Божие отдавайте. Знаете, то есть вроде бы и ответил, и вроде бы и придраться не к чему. Да? Старательно он избегал всяческих уловок таких. Но по-новому открывается, когда у тебя есть такое знание. Но еще раз, Матвей был сборщиком налогов, коллаборантом по-современному, да, он сотрудничал с властью, с оккупационной. Он собирал эти налоги и отправлял туда. А Симон, он был на противоположной стороне, он убивал таких, как этот. Не знаю, насколько, может быть, тогда они еще не были такими радикальными, но точно ненавидели. Почему же ничего не произошло? Да потому что Иисус произошел. В их жизни появился Иисус. И вы знаете, вот есть нечто такое вот в Иисусе, что
вызывает его последователей фокусироваться на нем. А все остальное, оно уже имеет второстепенное значение. Когда ты любишь Иисуса больше, чем все остальное. Вы знаете, это тот пример, который я приводил. Может быть, что когда мы становимся последователями Христа, ты принимаешь Иисуса как своего Господа и Спасителя. Все твои прежние, я как гражданин имею право на всевозможные политические взгляды, на всевозможные гражданские позиции, но они все переходят на второй план. Вы понимаете? Хлорид и натрий. Знаете, Иисус, Он пришел преобразить нас, чтобы мы больше не были опасными для тех, кто окружает нас, но были полезны для них, чтобы мы придавали вкус для их жизни, чтобы мы стали солью этого мира. Пока понятно, да? Знаете, я еще раз просто, современная ситуация, как разделился христианский мир. Война это, она не первая, я вам скажу, в жизни человечества, или как у нас называют это, специальная военная операция. Но у нас есть христиане, есть семьи, которые разделены по обе стороны, и здесь, и там. Ты можешь что-то сделать для этого? Ты должен понимать, если ты встаешь в какую-то позицию, это обязательно кто-нибудь сразу использует. И если ты примешь какую-то позицию, это обязательно принесет разделение, раздражение, еще что-то. Но если ты принадлежишь Христу, вот все остальное, все мои позиции, все мои взгляды, они отходят на второй план. Если мне, прошу прощения за такое выражение, нужно замкнуться, для того, чтобы это не навредило, например, тем, кто меня окружает, мои братья и сестры, я это сделаю. Не потому, что я такой никудышный чмошник, и у меня нет своего собственного мнения. У меня есть мое собственное мнение. Но ради него я прикушу язык и буду молчать. Для того, чтобы был мир. Чтобы нам... Нет, вы понимаете, да, что я пытаюсь сказать? Есть такое место Писания, Исайя 11 глава, 6-10 стих. Очень интересно. Это пророчество о том, что будет. Да, помните, Исайя это за много-много-много-много столетий, тысячелетий до нас. Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и волк будут вместе, и малое дитя будет водить их, и корова будет пастись с медведицей, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как волк, будет есть солому. И младенец будет играть над норою аспида, то есть змея, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи. Не будут делать зла и вреда на всей святой горе моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море. И будет в тот день корню Иисееву, который станет как знамя для народов, обратятся язычники, и покой его будет слава. Кто-то может сказать, ты вообще о чем? Что здесь вообще ничего не говорится про то, что люди они будут жить мирно друг с другом, да? Но здесь говорится про каких-то зверей, да, что тигр и ягненок, там, корова и медведь, и все вместе, и все живут дружно, и никто там, и ребенок там в гнездо змеи руку, и как бы все хорошо. И никто не реагирует. И есть определенные толкователи Библии, которые говорят, что это говорится о втором пришествии Иисуса Христа. То есть Он был вознесен, Он ушел на небеса, и Он придет, мы Его ожидаем. И говорят, что это о том времени говорится, когда Он придет. Но, знаете, мое личное мнение, и не только это мое мнение, я разделяю просто со многими богословами, которые говорят, что это не про будущее, которое будет, это про сейчас, и это про церковь.
Еще раз, давайте мы посмотрим на 10 стих, что здесь говорится. Начинается: «И будет в тот день». То есть, когда вот это вот все будет, описывается этот день, когда будет мир. Когда несовместимые вещи, да, то есть там, кто у нас там? Тигр, то есть хищники и травоядные какие-то, они будут жить мирно. Вот в этот день что произойдет? Что к корню Моисееву, все понимают, что это Иисус, да, я сейчас не буду поднимать все теологические вопросы, он станет знаменем для народов, и к нему обратятся язычники. То есть здесь говорится, что в церковь придут язычники. Потому что вы помните, что церковь изначально она была для евреев, для иудеев. Да? В этот день. И именно на этот стих есть отсылка в послании Римлянам, Павел ссылается. 15 глава, 12 стих. Он ссылается на это местописание. И он его приводит, то есть он здесь пишет: Исаия также говорит: будет корень Иисеев, и восстанет владеть народами. На него язычники надеяться будут. В этом месте Писания Павел он приводит это место в пример. Он говорит, что еще раз? Римлянам 15 глава, 12 стих. Он приводит его в том смысле, что язычники, они тоже, им есть место в церкви. Это не только для иудеев. Вот он в Римлянам конкретно про это пишет. То есть это не по поводу второго пришествия, вся информация. Но это пророчество о том, как христиане, они должны обращаться друг к другу в церкви. Потому что в жизни мы все разные. У нас разные могут быть политические взгляды, разные гражданские позиции, у нас разные темпераменты, у нас разные бэкграунд, происхождение. Могут быть разные сословия, то есть, я не знаю, у нас сословное общество уже или нет, но социальное положение, так скажем, да? Мы вообще все разные. Но это то, как мы должны вести себя по отношению друг к другу. Кто-нибудь знает, знаете, такие вот выражения бывают, когда человека называют как змея, или там змеюка, да? Или там волк в овечьей шкуре. Или хитрая, как лиса. Сравнивают с животными, да? Или как ягненок, да? Или голубь мира. Да, вот такое вот сравнение. Вот то же самое здесь в 11 главе Исаия. Знаете, он сравнивает людей вот как со зверьми, с животными. Но описывается именно та вот тенденция, что люди, которые поодиночке когда-то были, может быть, даже опасные друг для друга, сейчас им можно доверять самых слабых и немощных. Те, которые уязвимы. И в этом заключается суть церкви. И это то, что происходило с Симоном. Симон, он пришел к Иисусу так же, как и Матвей. И у него был ярлык, да, вот у Матвея, вот он, мытарь, сборщик налогов. Но Иисус, он изменил его. И то же самое произошло с Симоном Зелотом. Он пришел, и он был радикально настроенный, да, патриотически настроенный, но очень радикально настроенный. Но Иисус его изменил. Кто-то может спросить: слушай, что ты мне рассказываешь? Я вот хожу в церковь, и что-то вот как-то смотрю на людей. Реальность она немножко другая. Может быть. И как-то вот там меня обидели, там что-то мне не так сказали, а там на меня не так послушали. Не должно же вроде такого происходить. Должно же быть вот как там все сидят и мир, дружба, жвачка. А не происходит. А почему? Знаете, я вам скажу, что на самом деле происходит.
Потому что те конфликты, которые есть, это ничто по сравнению с тем, что бы было, если бы совсем... Но даже те конфликты, которые происходят, у меня есть пару мыслей на эту тему. Почему это происходит? Знаете, первая причина... Понимаете, что не все люди, которые приходят в церковь, не все на 100% там верующие, или там христиане. Есть люди сомневающиеся, есть люди, которые... Ну, у нас, это, знаете, вот особенно у нас, не имеется в виду, я имею в виду вообще в России, у нас нет такой модной тенденции быть христианином. Сейчас, наверное, вообще во многих странах она как бы сходит на нет. Но, знаете, я просто в свое время учился в Америке, и там это, как объяснить, это культурная составляющая. Если ты хочешь сделать, например, политическую карьеру, по крайней мере, это было тогда, то сейчас, может быть, это совсем наоборот, но в определенные консервативные круги, если ты не ходишь по воскресеньям в церковь, если у тебя нет жены, нет там детей, ты никогда не станешь там генеральным прокурором там, штата или там не изберешься в Сенат, ты не сделаешь политическую карьеру. Понимаете? И многие люди, которые приходят, знаете, у нас здесь в церкви, да, у нас как бы, особо нет такого влияния, за этим к нам люди не идут. Но в православную церковь, в храм Христа Спасителя, на Рождество постоять рядом с президентом, я думаю, что очень многие идут. Те, которые абсолютно неверующие. И когда они приходят в церковь, они могут такого там наговорить и наделать. Я просто... Вы должны понимать, что бывают люди приходят, но они неверующие. Да? Это не, знаете, как кто-то сказал, что если ты ходишь, хождение в церковь не делает тебя христианином. Так же, как сидение в гараже по вечерам, оно не делает тебя машиной. Вы понимаете, да, мужчины часто бывают, раньше было, в гаражах сидели. Это не делает, то же самое здесь. Ты приходишь в церковь, это не делает тебя христианином автоматически. Это не означает, что нам не нужно ходить в церковь. Нет, нам нужно. Наоборот, да, написано. Евреям 10 глава, 24-25 стих. Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. 25. Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычаев, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного. То есть того дня, когда Иисус придет еще раз, да? Мы должны ходить в церковь. Но еще раз. Вот это здание, это не церковь. Вы все знаете, я много раз подчеркиваю. Церковь это мы. Это люди, это собрание. Это главный актив. Молитвенный дом это просто дом. Да? Это здание, где мы собираемся. Но с таким же успехом в этом здании могут собираться язычники. Имеется в виду не в том смысле, что мы сейчас сюда не пустим. Но имеется в виду, к нам приходят там люди, которых мы нанимаем, нам отопление делали. Они абсолютно неверующие были. Как вот один из работников, плотников, пусть Господь благословит его, они классно вообще работают, по теме все, замечательные работники. Вот он говорил, я говорю, когда вы можете быть? Он говорит, да это любой день. Я говорю, там праздник, ты мышки, не христи. Как бы, как шутку, он знает, что это церковь, поэтому мы говорим по праздникам вашим, если как бы работа есть. В здание может прийти любой человек. Но, еще раз, слава Богу, вот у нас все-таки люди они не приходят за каким-то влиянием, чтобы произвести какое-то впечатление, потому что нет у нас такой традиции, культуры. Да? У нас православная церковь, наверное, становится в тренде и модной на определенном уровне. Итак, не все, кто ходит в церковь, они христиане. И поэтому, так как человек он не принадлежит к Христу, он может причинять боль людям. Да? И вторая причина, по которой такое может происходить в церкви, вы знаете, не все мы сразу становимся духовно зрелыми. Да? То есть есть много христиан, которые еще младенцы в хождении со Христом, младенцы еще в своей вере. Когда Иисус, Он набрал вот этих 12 учеников, они не сразу у Него превратились в великих апостолов, знаете, там на следующий день, у которых там ним светился, и они там чудеса делали. Когда один человек написал, что
Если бы у тебя было служение, как у Иисуса, то, скорее всего, у тебя было бы 12 человек, которые бы постоянно не понимали бы твоих примеров, и один из них планировал бы тебя убить. Но если вы читали Евангелие, знаете, там полно историй, где мы видим, что ученики, они ссорились, имели споры, какие-то трения возникали, кто-то планировал какие-то такие ходы, чтобы там где-то сесть по правую руку или еще что-то. И пару раз они там даже вообще как бы между собой обсуждали здравость вообще Иисуса. О чем он говорит вообще? Что он имеет в виду, да? Но они не получилось так, что они начали следовать за Иисусом, и на следующий день все, вот она, святость пришла, там и прозрение, и они стали какие-то зрелые. Им пришлось 3 года с ним ходить, да? Постоянно назидаться, слушать, смотреть, что он делает. И через 3 года они были готовы, да? Они созрели. Классное слово, созрели. Пошли в зрелость, достигли зрелости для того, чтобы войти в свое служение. Но опять же возникает вопрос, все это замечательно. Но кто-то может сказать, вот Симон, он только-только пришел к Иисусу, стал его учеником, он уже не был таким вот зрелым духовно. Почему он сразу на месте там Матвея не убил? Да? Почему он не придушил туда потихонечку? Он же не был еще зрелым. Вы знаете, я думаю, что ответ на этот вопрос следующий, что тебе не нужно быть духовно зрелым для того, чтобы знать, что ты любишь Иисуса. Если ты откликаешься на Его призыв, если ты переживаешь Его, если ты знаешь, что ты любишь Его. А если ты любишь Иисуса, тогда ты хочешь угодить Ему, да? Сделать что-то, о чем Он говорил. Вот просто простой пример. Родители, вот маленькие дети, вот у нас здесь бегают. Или дедушки, бабушки, внуки. Маленькие дети, они еще не зрелые. Да? Ни в физическом плане, ни в ментальном, ни в духовном, ни в каком. Но тем не менее, эти дети, они могут переживать, видно, да, что они любят маму и папу. Или они любят дедушку там, и бабушку. А если они любят, они пытаются там, например, что-то сделать хорошее, они пытаются угодить им. Для того, чтобы что-то не убить кого-то, не нужно быть духовно зрелым. Нужно просто любить Иисуса, чтобы угодить Ему. И я думаю, что Симон, это то, что происходило здесь с ним. Он любил Иисуса, он хотел Ему угодить. А каким образом он мог Ему угодить? Делать то, что Иисус он говорил делать, да? Я однажды как-то, не помню, где-то читал о таком исследовании. Знаете, просто спрашивали верующих и неверующих. Знают ли они какие-нибудь фразы, которые говорил Иисус? О чем Он говорил? Что Он говорил? Вы знаете, поразительный ответ, знаете, самое популярное, что было. Любите друг друга. Это знали все и верующие, и неверующие. Да? Новую заповедь даю вам. Любите друг друга. Или потому узнают, что вы мои ученики, что будете иметь любовь между собой. Любите друг друга. И верующие, и неверующие это знают. И я думаю, что Симон он то же самое слышал, что Иисус говорил. И я думаю, что Симон любил Иисуса, и для него было несложно. Знаете, насколько бы он не был радикальных политических взглядов, как в том фильме, как же его ненавижу, что кушать не могу, да, там, рядом сидеть с ним не могу. Но если ты любишь Иисуса, как-то оно вот, как-то так. Что я пытаюсь сказать вообще, донести? Без Христа, без Иисуса мы можем быть такой занозой для окружающих.
приносить такую боль, да? Но когда мы вместе, когда мы соединяемся, когда мы с Ним, мы становимся солью этого мира. Мы придаем вкус жизни. Уже не я, но полезный элемент. Ключевая вещь здесь — это пребывать в Иисусе и любить Его. И я хотел закончить местом Писания из послания Филиппийцам, 2 глава, с 1 по 11 стих. Здесь Иисус, Он дает нам пример, как нам любить других. Давайте прочитаем. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение Духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость. Имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренно-мудрию почитайте один другого выше себя. Не о себе только заботься каждый заботится, но каждый и о других, ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы перед именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. И всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос, слава Бога Отца. Аминь. Давайте мы встанем. Потому что со словом у меня все, я закончил. Давайте мы помолимся. Отец Небесный, я прошу Тебя о том, чтобы это слово, оно принесло правильные плоды, чтобы оно принесло мир, единство, радость. Господи, если я что-то привнес человеческое в это, пусть оно упадет и умрет, и не принесет никакого плода. Но всякое зерно, всякое слово, которое от Тебя, пусть оно принесет добрый плод в жизнь людей. И дай нам жить в мире друг с другом. Дай нам почитать Тебя и любить Тебя. И помнить, что Ты — это то, что нас объединяешь. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Слава Богу. Еще немаловажная часть, я хочу спросить. Если у нас есть люди в зале, которые ни разу не молились молитвой покаяния, вы ни разу не принимали Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, но вы хотели бы это сделать. Если есть такие, можете поднять руку, я помолюсь с вами. Кто-нибудь? У нас все верующие, слава Богу. Граждане верующие. Что там? Мы с вами молились, я знаю. Я шучу. Сразу после собрания у нас будет чаепитие внизу. Это не обязательно, так же, как и пожертвование. Но если вы хотите пообщаться, просто провести какое-то время, добро пожаловать вниз. Кстати, я совсем забыл сказать, что вы также можете принять участие в этом. Вот у нас Маша. Помаши, пожалуйста, рукой, да. Вот Мария и Таня, да. Они отвечают. Я уже просто Таню на дизайн определил мысленно. Но вот Татьяна и Маша, они занимаются этим. И Мария, она постоянно сбрасывает информацию. Можно сделать пожертвование на это. Можно что-то самим приносить для того, чтобы принять участие. Хорошо? Не забывайте.